Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Послание от Вселенной для вас. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и ни о чем не думайте. Просто доверьтесь Вселенной. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. У меня здесь семья выходит. Семья, которая страдала, натерпелась. Какие-то тяжелые времена семья переживает. Как-то все неоднозначно, непросто. Как будто бы солнце светит, но не греет. Но у кого-то отыграется, что действительно вы и ваши близкие попали в какие-то неприятности большие. У кого-то отыграется, что семья просто рушится, да, на глазах рушится. Но у кого-то отыграется, что семья вынуждена была, не знаю, покинуть свой дом, покинуть родные места. Какие-то вот обстоятельства идут очень тяжелые. Почему-то мне идет информация, что вы как будто бы вините друг друга в семье. И вот нет согласия. Вместо того, чтобы перед лицом неприятностей объединиться и друг друга поддерживать, помогать, идет какой-то сплошной деструктив. Идут претензии, идут придирки. Как-то вот люди не могут найти общий язык. Вот Вселенная говорит, никто из вас вот в семье не виноват. Нет хороших и плохих людей. Вы семья, вы любите друг друга, вы хорошие люди. Вот видите, здесь две фигурки. И у них в руках вот на две фигурки один такой огромный меч. И они этим мечом пытаются пробивать вас, либо вашего, например, партнера, либо вашего родственника, близкого человека, да. То есть они как будто бы этим мечом огромным, видите, вот он меч, рукоять этого меча, вот оно, лезвие идет, и прямо вот как в человека вставляют этот меч. Двое, видите, две фигурки. Как бы это козни, происки врагов. Все эти неприятности, все эти беды, вот этот раздор в вашем доме, это не воля высших сил, это не какое-то наказание, это не вы плохие, это вам мешают, это пытаются этот негатив, да, негативом, злым умыслом рассорить, разделить семью, все в семье разрушить, в вашей семье разрушить. Какие-то враги, очень серьезные враги, причем такие безжалостные, абсолютно безжалостные. Я вот не могу понять причину, почему эти люди так против вас ополчились, да, почему столько негатива вам делают, почему рушат вашу семью, почему это воздействие идет на вас. Очень, кстати, похоже и на магию, и на какие-то еще действия дополнительные, да, вот как там сплетни всякие, подначивание, разжигание конфликтов в семье. То есть идет какая-то работа, которая не прекращается ни на день. Постоянно вот подбрасывают деревяшки, да, бревна подбрасывают в костер, в котором горит ваша семья, да, вот сгорает. Да, постоянное воздействие. Тут ненависть идет, ненависть к вам, к вашей семье.
будто бы для этих людей это цель. Цель номер один — погубить вас и вашу семью. Да, из-за этого все неприятности. Все неприятности из-за этого. Но тут, и смотрите, и зависть, и злоба, агрессия. Какая причина? Почему так плохо к вам относятся? Почему они это делают? Ну, двое делают, понимаете? Двое делают. Потому что, видите, два человека, да, держат одну саблю, да, либо один меч. Два. У них в голове какая-то выгода. Я не могу понять, что это. Видите, в голове у одного из этих людей слон. Вот он, видите, слон, который вверх хобот поднял. Вот он, слоник стоит. Слон. Какую-то выгоду люди получают от этого. Либо они думают, что они получат выгоду. Ну, знаете, как уничтожат вас, ваших близких, и получат от этого выгоду. Какой-то, извините, идиотизм я вижу. Что это? Как это может быть? Зачем такая жестокость? Какая выгода может стоить жизни людей? Да? Что вы такое можете получить? Но люди явно неадекватные, очень агрессивные и, как говорится, непробиваемые. То есть невозможно ничего доказать, и невозможно этих людей отвернуть, заставить передумать, да, либо отказаться от этой ужасной идеи, разрушить вашу семью. Какие-то планомерные прям действия тут. Бесконечные планомерные действия. Как будто бы, знаете, вот энергетические удары вы получаете один за одним получаете. Поэтому так все плохо и все хуже и хуже становится. Вам обязательно нужно ставить на себя защиту. Обязательно. Смотрите, кто себя узнал, у кого действительно такая ситуация, вы на эту отсыпочку попали действительно не случайно. Вас ангел сюда ваш привел. Вам нужно ставить защиту. Вы можете обратиться к специалисту, но пока вы к специалисту не дошли, не обратились, просто возьмите вот прямо сейчас, не знаю, поставьте это видео на паузу, возьмите бумажечку чистую, вот чтобы она была не в полосочку, не в линеечку, там, не в клеточку, не в косую, обычную белую, такую вот, как для рисования, да, белый листок бумаги возьмите и своей рукой, думая о своей семье, напишите 90-й псалом. Напишите его. Просто вот, да, найдите в интернете. И, может быть, у вас есть там молитвослово. Вы должны своей рукой написать. И возьмите, положите куда-нибудь в укромное место в вашем доме. Если в вашем доме есть иконки, положите перед иконкой эту бумажечку, да, с молитвой. Вот это хорошо поможет. А потом уже дальше будете думать, как вам защититься от этих вот негодяев. Да, действительно негодяи. Ужасные люди. Злобные, агрессивные. Вселенная говорит, есть способ, есть возможность избавиться от этого всего. Просто ты не знаешь об этом, либо думала что угодно, да, кроме того, что вот есть определенные люди, которые все это делают против тебя. Вообще у вас судьба счастливая, если честно, да, вот как я вижу, дальше идет судьба счастливая. Но сейчас очень непростой период. Вот кого-то 100% испортили. Причем не только вас испортили, но и вашу семью испортили. То есть вашего мужа испортили, ваших детей, да, родителей испортили. То есть, прям делали на то, чтобы вы, сами понимаете, да, чтобы с вами было. Смотрите, безденежье, болезни всякие, постоянные споры, ссоры. Даже вот знаете, как все ломается в доме. Там рвется, ломается, портится. Вот это негатив, его ни с чем не перепутаешь. Даже запах какой-то другой, дурной появляется в доме. Но это тоже оно. Да, тоже оно. Так, у кого-то из вас есть соперница, женщина в любви соперница, которая,
Но знаете, вот как думает, вот душу, да, готова отдать, продать, лишь бы занять ваше место. Ради вашего места она готова, ну, я не знаю, пойти на самое страшное, да, готова навредить и вам, и вашим детям. Вот, ужасно, просто ужасно. Сообща с кем-то работает. Может быть, это ее подруга, может быть, мама, там, бабушка, да, либо специалист, к кому она обращается. Здесь явно очень кропотливая идет и целенаправленная работа. Надо себя защищать. Надо делать и обереги, и защиту устанавливать. И, ну, как бы, да, это не популярно, но именно так это работает. Нужно делать обратки. Нужно делать обратки. Если вы знаете имя вашего врага, то есть своей соперницы, либо вот этих двух персонажей, либо хотя бы одного, то есть способы, есть методы, чтобы себя защитить и чтобы пошла обратка на этого человека. Я не призываю вас обращаться к черной магии, я в принципе против магии. Кто со мной давно, те это знают. Я сужу из своего опыта. Вот. Я призываю обращаться вас к высшим силам, обращаться к нашему Создателю. Ведь Создатель не только дал нам жизнь и душу, Он еще и дал нам методы и способы, чтобы себя защитить. В данном случае я говорю про псалмы. Псалмы, которые нужно читать в определенном подходе, которые дают очень хороший результат. Если вы понимаете, что это ваше про вас, пишите в комментариях. Я либо отдельно видео запишу, либо сделаю как шортс, либо сюжет, да, где я вам скажу, что, как и когда читать. Вот. А если вы хотите более быстрых результатов, ну тогда обращайтесь к специалистам, и уж пусть специалист вам помогает. Так. Но это не будет продолжаться долго. Я вижу, что выход у вас будет. Выход перерождения идет. Не только для вас, но и для ваших близких. Здесь ситуация наладится, все исправится. По крайней мере, вы вернете то, что было украдено, либо то, чего вы были лишены. Вы вернете, а потом как будто бы нагоните. Смотрите, вот оно ваше будущее. Видите? Здесь у меня очень хорошие партнерские отношения, семейные отношения. Смотрите, вокруг вас есть добрые, хорошие люди, друзья, коллеги, соседи. Вы уважаемый человек, человек с делом в руках. Понимаете, у вас свое дело в руках. Ну, для кого-то дело будет бизнес, для кого-то определенная должность, определенные обязанности, а кто-то себя найдет, например, в домашней работе. Да? То есть у вас будет дело, ваше дело, которое будет приносить вам не только результат, но и очень хорошие положительные эмоции. То есть вас будет наполнять. По поводу, ну, например, да, вот мужчина, с кем вы сейчас, например, находитесь, и уже у вас тут состояние ядерной войны. Как ни странно, как только уйдет негатив, вы примиритесь, восстановитесь, еще другими глазами друг на друга посмотрите. Это не приговор, это просто очень серьезная помеха. Помеха. У вас очень сильные нити вот вас связывают, вы по судьбе друг другу, вы по судьбе. Когда между вами вставляют вот такой магический клин, понятно, что уже не до любви. И те прекрасные чувства, которые вы друг к другу испытывали, они превращаются в нечто ужасное, болезненное и деструктивное. Да, форма содержания поменялась. Но как только негатив сойдет, как только вы избавитесь от этого влияния, поверьте, все восстановится и будет даже лучше, чем прежде. Кто у меня семью потерял, ну, допустим, да, вы уже развелись и как говорится, обратной дороги нет, но вот, пожалуйста, партнер есть, причем партнер судьбоносный. Да, человек, с кем будет такая связь, она и физическая, и душевная, и ментальная.
То есть нет одиночества. Одиночества точно не будет. Как-то вот, знаете, что вижу? Что не на то время тратите. Не там вы врагов ищете, да, либо не на тех людей вы негативите, там, злитесь, обижаетесь. Как будто бы в голове у вас все перемешали. Вот этот деструктив, он, ну, знаете, как подселился в вас и не дает вам видеть картинку целиком. Вот как видите, фрагментами. Фрагментами никак у вас не получается это все соединить. Это негатив мешает. Как только вы от негатива избавитесь, вы поймете. Вы поймете, что происходит, вы поймете, что вам делать, вы поймете, куда двигаться дальше. И, кстати, дороги вам откроются. В принципе, они и сейчас открыты, но вы не видите их. Не видите, да, негатив застилает вам глаза, и вы не видите. Вы как будто бы человечек с завязанными глазами, да, либо вы как будто бы в густой туман попали. Вы, ну, на ощупь ходите, да, простите, но вот именно так я вижу. Угу. Но действия нужны, действия нужны. Если все оставить как есть, будет только хуже. Если вы за себя бороться не будете, за себя, за своих близких, за свою семью, ну, вы еще будете вариться в этой каше, да? Она еще будет подгорать, закипать, вот такое еще бурление может быть. Чем быстрее начнете бороться, тем лучше. Еще раз говорю, нет возможности обратиться к специалисту. Делайте сами. Делайте сами. Никто лучше, чем сам за себя, не сделает. Но это невозможно залезть к вам в душу, ее почистить, да, и оттуда вылезть. Это невозможно. Вот. Даже если вы обратитесь к специалисту, вы все равно должны будете что-то делать сами, отдельно. Вот. Лучшее, конечно, это молитва. Молитва от сердца. Она самая эффективная и помогает прям на ура. Просто надо пробовать и в себе не сомневаться. Так. Еще очень важный момент. Этот момент связан с каким-то успехом. Это не везение, это действительно успех. Успех в жизни. Вы обязательно будете успешны. Кто-то уже занимается этим делом, и это приведет его к успеху. А кто-то лишь только начнет заниматься каким-то очень успешным делом для себя. Но как понять, что это? Это то, что приносит вам удовольствие. То есть вы этим занимаетесь, вы получаете удовольствие, и это принесет вам успех. О вас люди будут говорить. Будут говорить, и будут говорить очень в восхитительном тоне. Да, еще какая-то благодарность вам идет от людей. Вы известный человек. Вот либо в своих кругах вы станете известным человеком, либо кто-то прям даже вот, ну, международную какую-то популярность получает. Вы не простой человек. Вы не думайте, что вы простой человек, что вот я там где-то из маленького городка, либо я там ничего выдающегося не делаю. Нет, это не так. Не так. У вас очень важная, почетная роль в жизни. Вы нужны этой вселенной, действительно нужны. Не преуменьшайте свою значимость. Поверьте, вас еще ждут великие свершения. Это все у вас впереди. У вас жизнь должна поменяться кардинально. И этой перемены добьетесь вы сами. Добьетесь сами, избавившись от этого негатива. Не теряйте времени, начинайте прямо сейчас. Берите, начинайте, пишите хотя бы псалом. Вообще в идеале, чтобы вы его читали. Читать его обязательно нужно 12 раз. 12, понимаете? Такой вот подход идет. 12 раз. Хотите утром читайте 12 раз, хотите вечером читайте 12 раз. Поверьте, постоянное чтение этого псалма, оно творит чудеса. Не теряйте, пожалуйста, времени. Начинайте. Пишите молитву, обращайтесь, либо сами начинайте чистки проводить. Кому интересно, да, еще раз повторюсь, я напишу тогда. Напишу, либо видео лучше запишу. Вот. Скажу, что, как читать, когда. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите, пожалуйста, себя и не сдавайтесь. Все будет хорошо.